Уважаемые коллеги, завершился перерыв перед двумя мастер-классами, которыми мы завершаем наш профессиональный конкурс. И сейчас своим профессиональным опытом с нами поделится Елена Викторовна Платонова, педагог-психолог, детский сад, город Воркута. Добрый день, уважаемые коллеги, гости нашего мероприятия, дорогие члены жюри. Сегодня я предлагаю вам посмотреть мой мастер-класс «Игровая технология формирования социальных навыков у детей старшего дошкольного возраста. Навык плюс». На личном опыте и в общении с коллегами я убедилась, что основная часть запросов к педагогу-психологу со стороны родителей основные причины запросов к педагогу-психологу со стороны родителей и педагогов – это основные поведенческие навыки, которые вызывают большие опасения у окружающих взрослых. Это тревожность, застенчивость, агрессивность, проявление негативизма, трудности в общении со сверстниками и взрослыми. Педагоги-психологи используют в своей работе очень разные технологии, но на своей практике я имела возможность убедиться, что не все технологии одинаково хорошо работают с детьми, не одинаковую эффективность воздействия на детей различных оно имеет, обусловлено индивидуальными личными особенностями детей, что время коррекционной работы ограничено у педагога-психолога, это буквально 1-2 занятия в неделю, что не дает возможность закрепить в поведении ребенка быстро необходимое адаптивное поведение. И поведенческие ситуации, которые моделируют педагоги и педагог-психолог в своей работе, они являются искусственно мотивированными для ребенка, и того накала эмоций, который бывает в обыденной жизни, там не происходит. Соответственно, в обычной жизни закрепляется недостаточно, и в обычной жизни, сталкиваясь в своей жизнедеятельности с какими-то трудностями, ребенок склонен реагировать привычным для него способом. И, к сожалению, в данных случаях это способы неконструктивные, не происходит адекватного закрепления новых навыков. Эмоции ребенка на занятии слабее, к сожалению. И работа по коррекции социальных таких неконструктивных способов поведения, она бывает затруднена перечисленными выше сложностями. В своей работе в поисках новых знаний, новых технологий работы с детьми я познакомилась с технологией Бена Фурмана. Это финский психолог, психотерапевт, который больше 30 лет занимается вопросами детской психологии, в частности поведения. Он работает в русле бихевиоризма, поведенческой психологии. У него вышло несколько трудов на эту тему. Ознакомившись с ними, я решила узнать об этой технологии, попробовать внедрить в свою практику. С 2018 года группа наших ученых из Московского государственного психолого-педагогического университета работает совместно с Беном Фурманом, автором технологии, с целью обучения педагогов и апробации разработанной программы «Умелый класс» для учеников начальной школы, созданной как раз на основе технологии этого замечательного человека. Для работы с дошкольниками у них есть посылы, но нет пока проработанного материала. Мне было очень интересно попробовать, как она будет работать с дошкольниками. Такие материалы не опубликованы, только в рамках индивидуальной работы. Ключевые компоненты технологии Kids Skills, навыки ребенка, как назвал ее Бен Фурман, это одно из положений поведенческой психологии, согласно которому любую проблему можно представить как нехватку неких навыков, обретя которые ребенок может эту проблему разрешить, она перестанет быть для него актуальной. По мнению автора, подтвержденному многолетними исследованиями, опубликованными широко, технология позволяет работать с детьми различных возрастных
групп, этнокультурных групп, социальных групп, в том числе и с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Этот опыт он у себя опубликовывал. Он наиболее эффективно, эта технология работает с детьми 7-12 лет, но сам автор применяет и рекомендует к применению своим педагогам ее с 4-летнего возраста. Поэтому я и взяла ее попробовать в свою работу. Но попробовав ее в том виде, в каком она сейчас есть, у него она, сейчас секунду, составляет 15 последовательных шагов, которые проговаривают с ребенком, родителями, педагогами, я поняла, что они не очень подходят для работы с дошкольниками. Это для них очень сложно ложится и не имеет высокую эффективность именно вот с этим возрастом. Позвольте, я перейду дальше. С какими трудностями мы столкнулись? Мы пробовали разные вот форматы наглядности, потому что дошкольникам этого очень не хватает. У нас основные необходимые постулаты работы с дошкольным возрастом – это наглядность и игровая мотивация, да, какая-то внесение этого элемента, который повышает мотивацию ребенка. Технология господина Фурмана, она словесная и не соответствует, да, она слабая долговременная память не позволяет ребенку держать все этапы планирования, вот эти 15 шагов у себя в голове. Требуется регулярное напоминание, это как-то осложняет работу, не является гибким, красивым, как бы технологичным инструментом. Поэтому я ее несколько адаптировала так, как мне показалось это интересным для моих воспитанников. Мы попробовали этот инструмент в течение 3 месяцев. Я наблюдала за тем, как дети реагируют, как подключаются педагоги и родители, поскольку применение этой технологии задействует всех участников образовательных отношений, окружающих ребенка, имеющего поведенческие сложности. И получила замечательные отзывы, хорошие результаты, поэтому вас я хочу познакомить со своей адаптированной версией технологии Бена Фурмана. Свою технологию я назвала «Навык плюс». Она игровая для всех участников, да, вот она представлена в формате игрового пособия. Это отвечает особенностям возраста, это сама технология погружает в ежедневную деятельность. Окружающие взрослые занимаются по этой технологии ежедневно. Она сопровождает ребенка каждый день. Вовлекает всех субъектов, я уже говорила, и способствует внутренней мотивации и обретению внутренних ресурсов к преодолению вот этих вот шагов всех вовлеченных людей. Как проходит реализация этой технологии? Первым шагом, конечно, это является запрос, как часто это бывает в нашей работе. Родители или педагоги приходят со своей какой-то проблемой относительно поведенческих особенностей ребенка. И здесь очень важно выявить актуальность этой проблемы, является ли она проблемой для ребенка, является ли она фактически существующей, да, эта проблематика. Поэтому это наблюдение за ребенком, это опрос, анкетирование педагогов, родителей, это диагностические методики, валидные, надежные, которые мы подбираем, исходя из того случая, с которым нам обратились, поскольку технология позволяет работать с разным кругом поведенческих сложностей. Следующим шагом это преобразование проблемы в умение. Да, центральный мотив технологии вот этого вот краткосрочного решения поведенческих проблем. Если мы представим проблему как необходимость, да, выработки неких навыков, она перестанет казаться такой пугающей, да, это будет совсем иной подход к возникшей проблеме у окружающих взрослых и у самого ребенка. Это будет что-то, с чем люди могут справиться. Ну вот как бы проблема перестанет существовать, и она будет просто цепочкой отдельных задач. Предлагаю нам немного потренироваться.
думать в этом ключе, да, вообще размышлять о сложностях, с которыми сталкиваются наши воспитанники, наши обучающиеся с точки зрения отсутствия неких навыков. Например, ребенок проявляет физическую агрессию в конфликтных ситуациях со сверстниками. Это каких навыков ему не хватает? Педагоги часто отзываются, там, гроза группы, гроза класса, мой любимый, там, в кавычках, ученик, забыть не могу, помню 20 лет стажа, я до сих пор помню своего Петеньку. Да? Они сложные дети, с ними трудно ограждать от них других. Но по сути, каких навыков не хватает агрессивному ребенку? Это призыв к диалогу, коллеги. Контроль, да. Но вопрос в чем? Самоконтроль – это очень крупное, такое емкое понятие. Мы не можем одновременно вот как бы дать задачу ребенку 5-7 лет развить самоконтроль. И его надо разбить на несколько маленьких навыков. Из чего этот самоконтроль мог бы состоять? Умение, допустим, сдерживать гнев на определенном этапе. Он же возникает в конфликтной ситуации, да, вот это импульсивное такое эмоциональное состояние. И вот на каком-то этапе ребенок учится его отреагировать и удерживать, и потом перенаправлять куда-то. Вот этот навык можно взять в работу по данной технологии, маленький, конкретный, а потом добавлять другие. Да? Один отработали, добавили другой. Навык удерживать руку, это же импульс, да? Эмоция возникла, и сразу мышечное движение у нас сжало кулак, и ребенок дальше, не владея самоконтролем, саморегуляцией эмоций, многие неосознаваемо делают это движение агрессивное в сторону другого человека, и потом о нем сами жалеют. Факт в том, что это тоже можно развить, этот навык, удерживать свою руку в последний момент. Как это постепенно учимся делать, да, все мы, взрослые, замечательные люди. И таким образом проблема для родителей, ну ведь есть разница, да, между ваш ребенок сегодня избил полкласса, спровоцировал драку, или ваш ребенок нуждается там, в обучении навыкам сдерживания гнева. Это совсем другой подход. Родитель чаще всего слышит очень много негатива про своего ребенка с такого рода особенностями. И это помогает совсем иначе взглянуть на проблему. И дальше уже подключается конкретный механизм реализации, то есть формирование выбранных навыков. С ребенком в беседе обсуждается, какие сложности у него, быть может, возникают. Очень часто они говорят об этом сами. Я стесняюсь подойти, у меня нет друзей, да, там, когда я злюсь, я могу кого-то ударить, да, и потом мы долго не дружим. Они часто понимают причину вот, основную. Не всегда, но часто это бывает, и в беседе на это можно как бы легче, сложнее, но выйти. Иногда к этой беседе подключаются воспитатели, родители, которые могут как бы высказать свое мнение на этот счет. В общем, цель беседы – это осознание ребенком наличия реально существующей проблемы, в которой он оказался, и предложение ему механизма ее решения в форме игры. Я предлагаю для иллюстрации практической реализации пригласить в фокус-группу 4 наших замечательных гостей, студентов. Рано. Работу с детьми в рамках технологии Навык Плюс я составила в формате игрового пособия, увлекательной такой игры. Взглянув на этот слайд, наверное, многие подумают, что не очень увлекательный, да, какое-то все не очень интересное. Я очень извиняюсь. Само игровое поле представляет
представляет из себя 4 ламинированных листа, гибко соединенных, которые ребенок может взять с собой, да, сложить, отнести на занятия к психологу, поиграть в группе, взять с собой домой. Вот такое вот поле. Оно не случайно такое в рабочем начальном состоянии невзрачного белого цвета, поскольку в этот момент у ребенка уже возникает возможность с помощью арт-терапии отреагировать свои эмоции. Он может сделать эту игру под свои интересы, под свои внутренние какие-то потребности эмоциональные или ментальные, в общем, выразить себя. И я предлагаю нашим студентам дальше работать ретроспективно с картой уже пройденной, да, моей воспитанницы, индивидуальная работа моей воспитанницы Ани. Эта игра уже прошла. Аня ее подписала на титульном листе с моей помощью, нарисовала свой автопортрет, это теперь ее карта, она с ней ходила около 3 недель. А что я вам сейчас покажу, пожалуйста. Будет наглядно. Аня очень любит животных. Аня девочка, испытывающая трудности в общении, застенчивая, поэтому ее животные невольно населились какими-то устрашающими чудищами, с которыми она в процессе этой индивидуальной работы боролась, видимо. Как вы заметили, карта наполнена разными сюжетными линиями. В целом это можно обсудить с ребенком, но ребенок рисует так, как он хочет, так, как он видит, используя самые разнообразные свои интересы. И по сути он может приглашать к иллюстрированию, да, своей вот этой игровой карты любых дополнительных людей. Да? Он может пригласить маму порисовать с ним, он может пригласить кого-то из друзей порисовать с ним. Дети часто просят таких талантливых детей в группе поучаствовать в этом сюжете, поэтому в этой карте Аня тоже просила один из приемов, да, социального вовлечения. Она просила детей принять участие в разрисовывании, поэтому тут видна разная рука, вы даже можете заметить. Уважаемые участники фокус-группы, я вам предлагаю нацелить, да, наметить содержание коррекционно-развивающей работы с Аней, которую можно было бы использовать, да, в работе с ее случаем, застенчивостью, развитием социально-коммуникативных навыков. Вы готовы? Я вижу некоторое смятение в ваших глазах. Я очень рада, что могу предложить вам набор вспомогательных материалов, разработанных мной для этой, ну, как бы в поддержку этой игровой технологии. Это комплект материалов, разработанный на данный момент по 2 направлениям. По развитию навыков социально-коммуникативного общения, да, социально-коммуникативных навыков, и по развитию навыков бесконфликтного общения. В будущем планируется расширение как бы вот спектра. Каждый набор, какой вам нужен? Каждый набор содержит комплект рекомендаций для педагогов и для родителей и игровые карточки, которые удобно взять с собой, которые отбираются психологом для наполнения содержания коррекционно-развивающей работы. В целом содержание, игровое поле, оно может быть сделано из чего угодно. У меня это удобные в работе ламинированные листы, которые могут обрабатываться, да, многократно использоваться, стираются просто обычной влажной губкой и могут использоваться дальше для другой работы. Но в целом это могут быть обои, да, ватманы, листы бумаги, склеенные вместе. В общем, любой формат, какой вам будет удобно использовать.
Я бы хотела вернуться. Что я делаю? Ну, давайте... Нет, дальше. Нет. Вот. Вернемся к предыдущему слайду. Это карта воспитанницы Ани, представленная вашему вниманию. И на ее примере показать, как основные целевые ходы этой игровой технологии оформляются совместно с ребенком. Первый ход, он выделен красным, да, в верхнем правом углу. Этот ход записан, ну, как бы формулируется проблематика в формате навыка, чему Аня будет учиться. И здесь записываем. Ребенок умеет писать, он записывает самостоятельно. Если он не умеет писать, ему помогает кто-то из взрослых. Чаще всего это психолог. Формулируется тема дальнейшего, да, обучения вот основного хода и записывается здесь прямо на рабочем поле. Вторым ходом это группа поддержки, кто будет поддерживать ребенка на всем этапе прохождения этой игры. Это, безусловно, родители или кто-то из родителей и воспитатели, поскольку это как раз вот основные вовлеченные участники. Часто это педагог-психолог, кто-то из друзей, кого ребенок может выделить. Третий шаг – это чудище-юдище, здесь представленное. Это фигура тайного существа, которая делится волшебной силой с ребенком. Это такой внутренний ресурс, который ребенку помогает укрепить веру в то, что все получится. Это то, что помогает черпать силы, верить в себя, поддерживать себя в те моменты, когда наступает некий регресс. Потому что в любой отработке навыка есть моменты отдельных регрессов, когда ну, как бы старый пытается побороться, да, за место с новыми нейронными связями, новыми поведенческими навыками. Итак, здесь дети рисуют, и мы подписываем это тайное существо. Очень важно его подписать, его название, так как его назвал ребенок, потому что в моменты регресса я использую одну технологию, очень подходящую. Я про нее скажу чуть позже. Здесь итоговый финиш, он тоже прорабатывается сразу. Четвертым ходом мы фиксируем самый последний ход, финиш. Это как бы итог всех стараний, к чему мы должны прийти, когда навык сформируется. Это должно быть реальное вознаграждение ребенка, которое он получит после формирования навыка. И даже если он еще не отшлифован, там, не прям автоматизирован, но когда ребенок достигает очень значительных результатов, этот финиш уже в игре наступает. И там родители, педагоги, ребенок думают, что там может быть. Это может быть все, что угодно. Может быть киндер-сюрприз, может быть поход в ресторан, может быть игровая комната, может быть зоопарк, может быть поход с папой на рыбалку. Вообще любая деятельность, которую ребенок предложил, и родители согласны это для него сделать. Зачем это нужно? Для внутренней мотивации. Он видит эту карту каждый день, и он каждый день держит в себе свою цель. Я научусь, и я буду достоин, чтобы получить вот это вот вознаграждение, это дополнительная мотивация, дополнительное какое-то целеполагание, которое помогает ребенку включить в себе этот азарт. Я смогу, я справлюсь, я буду стараться. Это пример карточки задания, содержащий маркировку, содержащий нумерацию. Дорогие коллеги из фокус-группы, все ли у вас в порядке? Все ли нашли профессиональный кейс? Я смотрю, вы смотрите два набора картин, два набора вспомогательных материалов. По сути, проблематика у ребенка одна. Также есть отметка от выполнения. Она нужна для того, чтобы
педагог и родитель, не общаясь вместе, могли видеть, какие задания уже сделаны. Задания содержатся универсальные в карточках, которые способен выполнять и родитель дома, и большая часть заданий, по крайней мере, универсальные, способные для выполнения мамы совместно с ребенком в домашних условиях. Те, которые не может мама реализовать дома, реализует непременно в своей работе родитель, педагог, я прошу прощения. Карта содержит элементы самооценки у ребенка. Как бы родитель делает отметку и педагог, да, окружающий взрослый в карточке, ребенок отмечает это в карте. Не буду сейчас возвращаться к слайду, но если помните, там были нарисованы маленькие смайлики в ходах. Вот эти смайлики, они нужны для внутренней оценки ребенка своей деятельности. С тем, чтобы ребенок подумал каждый раз, насколько сильно он постарался, насколько эффективно у него получилось. И система смайликов, она очень простая, очень понятная детям. Если смайлик улыбается, значит, все прошло успешно, он старался, молодец. Если смайлик нейтральный, значит, он приложил много усилий, но что-то еще пошло не так. И это знак для остальных участников процесса, да, для педагога, допустим, что надо доработать это упражнение еще раз, дополнительно. Итак, да, вот пример. Есть один замечательный прием в те моменты, когда наступает некоторый регресс или падает мотивация ребенка, и он непосредственно связан с третьим шагом, то есть с тайным этим волшебным помощником, которого придумывает себе ребенок, с ресурсным его таким внутренним состоянием. Это технология Натальи Петровны Гришаевой «Волшебный телефон». В ходе нее воспитатель приглашает ребенка или родитель приглашает ребенка к телефону. Психолог, изменив немного свой голос или как-нибудь так, в общем, соответственно тематике этого волшебного персонажа, он представляется волшебным персонажем, и он вступает с ребенком в беседу. Он узнает, какие он испытывает сложности, он вселяет в него уверенность. Я пролетал мимо, я видел, как ты старался, не надо это бросать, у тебя все получится. В общем, в зависимости от ситуации внутренней ребенка, он оказывает ему помощь. Замечательная технология, мой детский сад работает по ней. А апробация этой технологии проходила на небольшой выборке, конечно, в течение всего 3 месяцев, с января по март 2023 года. Я не так давно знакома с этой технологией. Вот когда мы пришли к этой истории с игровыми полями и карточками, но тем не менее эффективность уже была достаточно интересной. В выборке принимало участие 48 детей, из них 8 детей имели проблемы агрессивности, и 40 детей имели проблемы, связанные с недостатками социально-коммуникативных навыков. Соответственно, выборка делилась пополам. Я понимаю, что она, особенно в работе с агрессивностью, очень невелика, и рано делать большие выводы. Но, тем не менее, результаты очень вдохновляющие, так скажем, для меня лично и для тех, кто там работал. Это помогает быстрее добиваться. Эта технология, она является рамочной, по сути. Она задает форму деятельности коррекционной, она позволяет сделать ее ежедневной отработкой. Помимо занятий у педагога-психолога по своим программам, эта технология позволяет родителям, педагогам вовлекаться в эту коррекционно-развивающую деятельность, видеть ее перед собой, да, знать, какие приемы можно использовать, знать, куда мотивировать ребенка. Поэтому позволяет погружать родителей, лучше закреплять формируемые навыки, способности у ребенка и достигать быстрее и во многих случаях более эффективно представленные, достигать поставленных задач. Фокус-группа, вы закончили свою работу? Скажите, пожалуйста, сложно ли было работать с карточками?
самими карточками работать несложно. Сложно подобрать, что именно не подойдет. С чего начать, допустим? Сложно пронумеровать, да? Я думаю, у педагогов, психологов, действующих, да, практикующих, этот вопрос вызвал бы меньшее затруднение. Вы еще студенты, у вас впереди, поэтому... А сами карточки? Сами карточки. Было ли понятно содержание? Да, понятно, все там, тут все расписано, слова даже, допустим, которые мы когда-то слышали, но не поняли значения, они... Как вам кажется, удобно в работе с этой карточкой провести упражнения, занятия, игру? А вы бы справились? Я думаю, да. Но если даже студенты бы справились легко с этим заданием, я думаю, педагогам будет это совсем просто и понятно. Спасибо большое фокус-группе. Я вас благодарю. Как вы считаете, было бы интересно детям? Я думаю, да. Взяли бы в работу технологию? Да. Я так понимаю, вот сюда вкладываются карточки. Да, все верно. Девочка ходит с вот этой... Да, потяните на себя кармашек. Как это называется? Правильно. Нет. Поле? Другое поле. Аня ходит с этим игровым полем, получается? Да, они ходят с этим игровым полем. Кармашек можно снять, он на липучечках. Где-то там с ним повзаимодействовать, прилепить обратно. Ребенок с этим комплектом карточек приходит к педагогу, приходит домой к маме. Вечером они играют минут 10-15. У педагогов, честно говоря, поначалу была немного настороженное отношение к этой технологии, поскольку это дополнительная как бы нагрузка, как будто бы. Но на самом деле вот по отзывам по ходу реализации, я их очень упросила в ней поучаствовать, по итогам они были рады, что у них такая технология есть. Во-первых, это не занимает много времени, во-вторых, в группе несколько детей с похожими проблемами, и они могут по одной карточке отработать вот с какой-то подгруппой детей одновременно. Это позволяет наполнять содержание вечерней деятельности, да, какой-то свободной с детьми, придавать ей новый стимул. И в целом отзывы были хорошие у всех участников задействованных технологий. Спасибо большое. Спасибо большое фокус-группе. Пока я передаю микрофон нашим коллегам, да, экспертам, дошкольникам. Елена Викторовна, уточните, пожалуйста, что именно сейчас делала фокус-группа? Да, к сожалению, понимая, что регламент времени подходит к концу, у меня упустила я момент еще раз проговорить. У фокус-группы на столе лежало задание. Они с ним ознакомились. Там был краткий кейс о том, с какими поведенческими сложностями сталкивается ребенок. Задание фокус-группе было отобрать рекомендации, подобрать карточки с заданиями в количестве 20 штук, пронумеровать карточки для ориентировки, да, в последовательности этой работы и собранный комплект карточек вложить в конверт на лицевой стороне карты. Время работы было обозначено в течение 3 минут, поскольку по опыту вот мои коллеги-педагоги, они справлялись с этим достаточно быстро. Студентам не учла, что нужно больше времени, так как практического опыта они еще не умеют. Спасибо. У вас будет возможность передать жюри, когда они удалятся для обсуждения, да, один из конвертов. Екатерина Михайловна, я правильно понимаю? Да. Скажите, пожалуйста, на какие критерии вы опирались, когда адаптировали программу? То есть, когда адаптируешь программу, это довольно-таки сложный этап, да? То есть, на какие критерии вы опирались?